Россия и Китай, вот там точно граница очерчена. В отношениях между родителями и детьми нету стандартной границы. Как бы у всех она по-разному. У них она одна, у других другая, у вас третья. Ее можно определить только разговаривая, обсуждая. Здесь чуть больше, здесь чуть меньше и так далее. Опять же, диалог – это ключ к решению любой проблемы. Сөйлесу керек баламен. Сұрау керек. Сен қалай ойлайсың? Мен солай ойлаймын. Ал сен ше? Айтшы маған. И вот так вот, чуть-чуть, вот, общаясь, вы определите эти границы. Понимаете, да, примерно идею? А про границы все, да? Или у вас про границы? То есть, да, поговорить и вот сказать, вот в этой ситуации, Балам, мне кажется, что-то было не то. Как ты думаешь? Правильно поступил, неправильно? Может быть, не стоит так вот делать? Он говорит, да, он согласен. То есть, вот каждую ситуацию, где-то что-то не понравилось, чувствуете, граница перешла, да? Сигнализация сработала внутри, да? Сели с ребенком, поговорите про свои чувства. Скажите, Балам, мен кішкене режим қалдым. Сам. Помнишь, ты вот там вот так вот сделал, я вот что-то вот не очень хорошо. Давай поговорим. Как ты думаешь, ты правильно поступил или неправильно? Может быть, я зря обиделась. И вот обсудите, и все, и там какую-то точку поставите. Оп, точка границы определилась. Другая ситуация, оп, разобрались. Третья, тик-тик, и все, вот граница определилась. То есть не нужно самим додумывать, нужно обсуждать и вот вместе эту границу устраивать. Это диалог, это дипломатия, да? Это отношения. Россия и Казахстан, они общались, чуть границу провели, поняли. Страны вот так определяют. Если бы страна сказала другую, короче, здесь будет граница, все, я ничего не знаю, та страна бы обиделась. Мы видим, сейчас конфликты происходят на границах, да? Разных стран. Почему? Потому что диалога нет. Потому что одна пытается продавить другую страну. Сдвинуть границу туда, не спрашивая мнения той страны. Также в отношениях между детьми и родителями. Эта граница, она плавающая, ее нужно обсуждать. Причем, я думаю, что она нестабильная, не статичная. Она может меняться. В зависимости от чего? От возраста. Вот ребенок был маленький, была такая граница. Он вырос, надо передоговориться, снова обсудить. Уже вот такая граница пошла. Еще вырос, теперь уже вот так вот. И периодически, когда мы видим, что ребенок растет, есть смысл сесть и снова поговорить с ним. Это много времени не займет. Но она решит много проблем в будущем. Не допустит этих проблем.